В Магасе практически в канун Нового года распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. Местным детишкам нет надобности отправлять письма в Великий Устюг. Сюрприз порадует и с более близкого расстояния. Дел у седого волшебника не в проворот, но радует его то, что запросы у малышей стали сдержаннее и вкуснее. Репортаж Ирины Чуевой. Сначала она хотела написать письмо самому главному российскому Деду Морозу в заснеженный Великий Устюг, но передумала, узнав, что в Ингушетии прописался свой кавказский новогодний дедушка. В ее письме одно, но самое важное желание. Ни планшета, ни телефона девочка не хочет. Письмо Деду Морозу от Оздоевой Самиры. Прошу вас на Новый год исполнить мое желание, чтобы моя мама была здоровой. Ее просьба дороже всего этого, и девочка уверена, что новогодний волшебник ее обязательно исполнит. О, ты моя золотая, ну-ка, что у нас тут? Ай, ты моя хорошая. Письмо принесла, раз, закинули. Новогодняя резиденция Деда Мороза в столице Ингушетии открылась в последних числах декабря, но письма на имя волшебника начали поступать сюда намного раньше. А с самого утра сюда потянулись малыши, они рассказывают Дедушке Морозу, как вели себя в этом году и что хотят получить в подарок. И, конечно, все спешат лично поздравить дедушку с праздником. Старый Мороз, Ай, ты мой золотой, иди сюда, иди ко мне, иди. Ай. Ну-ка, что у нас здесь? Ой. Я целый год ждала, пока наступит Новый год. Мне нравится, когда украшают елочки и дома. А здесь тебе что сегодня понравилось? Дед Мороз и Снегурочка. Хочу я рассказать, как же скучно здесь стоять. Все мои подружки в елочную игрушку. Пляшет рядом детвора, я же в лесу стою одна. Спасибо вам, мои друзья. Ну а теперь лесной народ дружно станем в хоровод. Часть писем, поступивших в резиденцию, Дед Мороз уже успел прочитать. Оказалось, что если в прошлом году многие дети просили у него положить под елочку довольно ценные электронные подарки, то сейчас предпочитают обычные игрушки и сладости. На данный момент у нас поступило более 115 писем, в которых детишки из многодетных семей, получается, у нас более 400 подарков мы должны вручить до Нового года нашим детишкам, обратившимся в нашу резиденцию к Деду Морозу. Данная акция у нас уже, получается, традиционная, проходит 3-й год. И ко всем ребятишкам, которые писали поздравления Деду Морозу, обращались в нашу резиденцию Единой России, будут получать подарки непосредственно с поздравлением, уже с приложенным письмом от Деда Мороза. Ну а терять свое драгоценное время Деду Морозу перед Новым годом никак нельзя, ведь желаний у детей очень много.